Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина. Сегодня мы погадаем на такую тему, что хотел бы вам сказать загаданный человек, но молчит. Тема, конечно же, любовная. Мы посмотрим, любит ли вас человек, что он думает о вас, что хотел бы, чтобы вы думали о нем, что он хотел бы вам сказать, но не сделает этого, о чем он молчит, и что хотел бы человек на самом деле услышать о вас. Использовать я буду вот эту замечательную колоду. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Первая карта покажет ваши чувства к этому человеку. Именно по ней вы будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Итак, 3 карты, 3 позиции. Первая, вторая и третья. Это все у нас срезы агатов. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с вами с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Ваши отношения. Что хотел бы человек сказать, но никогда не скажет, молчит. И что хотел бы услышать, да? Так, первая позиция. И ваши чувства к этому человеку сейчас. Император. Император — это такие чувства прям сильные. То есть, когда вы хотите надеяться на этого человека, ждете от этого человека поступков, по-серьезному относитесь, именно хотите серьезных отношений с данным человеком. Я вообще считаю, что такая вот не зря здесь изображена незыблемая скала, потому что ваши чувства к этому человеку незыблемые, они очень уверенные чувства, да? То есть вы их на самом деле менять-то не собираетесь. Вы хотите быть с человеком, вы уверены в том, что это ваш человек. И, конечно, я считаю, что если чувства будут сейчас взаимны, да, по раскладу, то нужно быть в семье, быть в серьезных отношениях действительно с этим человеком. То есть не упускать свой шанс, потому что у вас очень такие крепкие чувства, да. Давайте посмотрим, а что этот человек вам чувствует. Любит ли вас этот человек? Рыцарь кубков. Ну да, конечно. Карта показывает как раз-таки очень пылкие, романтичные чувства к вам. Человек готов на многое ради вас. Человек как будто бы испытывает и романтическую привязанность, и влечение к вам, и желание что-то делать для вас, может быть, даже убить дракона, да. Но у вас немножко разные чувства. То есть человек больше эмоциональный, а вы как-то как скала, да. У вас есть огонь, но он контролируемый. А у человека много воды, много чувств, эмоций, которые он еще не до конца умеет контролировать. И это 2 большие разницы. Мне кажется, вы как-то более зрелый человек в плане именно этих отношений. У вас больше ответственности внутри, но вы желаете от этого человека ответственности. А человек пышет эмоциями, но сказать, что ответственный, хотел бы быть ответственным этот человек. Но вот сказать про него, что он ответственный, я пока не могу. Что человек думает о вас? 2 пентаклей. То, что вы очень много делаете в жизни. И ради него, и ради других. То, что вы очень самостоятельный, подвижный человек. Но сейчас не совсем стабильны в отношениях. И вы не совсем стабильны по отношению к нему, как он считает. Хотя это не так. Также карта показывает, он думает, вы хотите перед ним показать себя лучше, чем вы есть на самом деле. И иногда о некоторых проблемах вы не хотите говорить, вы замалчиваете, чтобы он не думал о вас плохо.
Или чтобы он не видел вас слабым человеком. Что этот человек хотел бы, чтобы вы думали о нем? Суд. Этот человек хотел бы, чтобы вы видели в нем возрождение. И возрождение не только в нем самом, а и для себя, как исцеление для себя. То есть человек хотел бы исцелить, все ваши нестабильности, душевные травмы, вашу вот эту закостенелость, может быть, хотел бы исцелить, потому что со своей стороны человек считает, что это даже какая-то патология, что вы слишком иногда малоэмоциональные, хотя внутри есть эмоции. Но вы их слишком контролируете, и вы стараетесь всех вокруг контролировать и все в своей жизни контролировать. Это человеку не совсем нравится. И он хотел бы, чтобы вы больше ориентировались на него, полагались на него, даже если на это нет никакой причины. И хотел бы, чтобы вы в нем видели исцеление для себя и стали бы более эмоциональные за счет его эмоциональности. Хорошо. Что он хотел бы сказать вам, но этого не сделает? Луна. Первый вариант, что этот человек в чем-то вас обманул, но не по-плохому, а скрыл какую-то информацию, боясь вашей реакции. Второе, это то, что у него есть какие-то психологические сбои, страхи, отклонения, тревоги, фобии, но он не хотел бы, чтобы вы об этом знали, потому что по сравнению с вами он значительно слабеет, если вы узнаете о его переживаниях, страхах и фобиях, и тревогах. А он и так слабее вас в ваших глазах, как он думает. И если он станет еще слабее, то это все будет хуже и хуже. Человек не хотел бы быть слабым в ваших глазах, хотя оно начинает быть уже очевидным, что вы так считаете. И вы так считать будете все больше, и это уносит ваши отношения в какую-то яму. А человек, очень боится этого. То есть у него много страхов с этим связанных, и страхов потерять вас. Поэтому вам надо как-то пересмотреть к этому человеку отношение свое, потому что вы действительно очень, скорее всего, кто-то строгий, от себя требуете, от других требуете, вы лидер. А человеку хотелось бы больше от вас легкости, приключений, энергии любви, интереса к себе. Что хотел бы он услышать от вас? Услышать именно, башня. Что вы взяли, взорвались эмоционально и начали пылать страстью или орать. Он хотел бы любую реакцию. Любую совершенно нестандартную реакцию. Много эмоций, много выпавших внезапно из вас чувств. Вот что он хотел бы. Именно этого. Хотел бы, чтобы вы вышли из тюрьмы, которую создали для себя, тюрьмы вашей личности. Она слишком личность с условиями, много условий. Ограниченная, все контролирующая личность с лидерскими качествами, которые подавляют. Вы такой незыблемый авторитет, и вам обязаны все подчиняться. Он хотел бы, чтобы вы однажды все это разрушили и стали кем-то более беспечным, кем-то более другим в плане, скорее всего, он думает, там внутри есть совсем другая личность, которая была изначально, когда-то в детстве, которую вы в итоге загасили, так как защищались от других, и он хочет ее вызвать сюда, вашу настоящую личность, вас настоящего или настоящую. Этого бы очень хотелось данному человеку, и он, на самом деле, как будто бы пытается вас вылечить, такое чувство. Вот такой ответ у нас по первой позиции. Я все толкнула. Вот меня точно надо уже лечить. Так.
А мы идем к позиции номер 2. К позиции номер 2. Что хотел бы вам сказать человек, которого здесь загадали, но молчит. И первая карта — ваши чувства к этому человеку сейчас. Карта мир. Ну, мир. Мир — это карта, говорящая, что этот человек для вас может быть как целый мир. Вы с ним очень гармонично себя ощущаете, вы знаете, что это какие-то судьбоносные отношения, кармические, у вас есть к нему любовь, чувства, вы ему доверяете. Вы чувствуете себя с этим человеком как с самим собой или самой собой. Но вам хотелось бы чего-то большего еще от этих отношений. Именно от этих отношений, не от других каких-то, а от этих. Любит ли вас человек? Паж жезлов. Да, вы очень интересны этому человеку. Скорее всего, человек в вас влюблен или влюблена. Но, опять же, пажи, да? Пажи не совсем ответственны. Они бывают заинтересованы. Это как подростковая любовь. То есть человек пылкий, заинтересованный, как раз думает, что любит на всю жизнь. Такой вечный подросток или вечный ребенок, который... Ну, отношения для него, да, это яркость, это страсть, это влечение прежде всего. Это заинтересованность в личности этого человека. И вот он вами интересуется, то есть неподдельно, абсолютно неподдельно, но проблема скорее в другом. Этот человек эмоционально не вырос. Вы с этим ничего не можете поделать, тем более воспитывать. Примите как есть. Но да, этот человек думает, что он вас любит, испытывает чувства и даже ответственность, но это не зрелая любовь. Хотя очень сильное влечение. Что этот человек думает о вас? 15-й аркан. То, что вы зависите от всего физического, от многих условностей в жизни, что... Вы привязаны к какой-то ситуации, вы зависите от, там, не знаю, от работы или от денег, от имущества, еще от чего-то такого. И 15-й аркан показывает кого-то, может быть, даже зависящего от своей карьеры или от бизнеса. То есть вы хотите власти, вы хотите, он считает, расти все больше, все дальше. В любви он считает, что вы поддаетесь постоянно искушениям, что вы друг к другу очень привязаны, даже иногда патологически, что у вас созависимые отношения, скорее всего, он так думает. А что хотел бы этот человек, чтобы вы думали о нем? Туз мечей. Но этот человек хотел бы, чтобы вы считали его великим или ее решительным, великим, умным человеком, чтобы восхищались, чтобы считали авторитет этого человека непреклонным, непревзойденным. Явно видели бы этого человека выше себя, а не ниже. Уважали очень сильно. И то, что этот человек говорит, принимали бы за главное. А то, что приказывает или указывает, вы бы беспрекословно выполняли, как говорит. То есть человек хотел бы вами управлять и над вами властвовать, я бы так даже сказала. Или чтобы вы в него очень сильно верили. Вот так. Что человек хотел бы сказать вам, но не сделает этого? 5 жезлов. Вы знаете, этот человек хотел бы даже с вами поругаться. Поругаться, поспорить, во многом с вами не согласен. Считает, что вы его в чем-то немножко придавливаете иногда. Или не верите в него как в другую самостоятельную личность. Или иногда вы о нем делаете выводы или говорите ему такие жесткие слова, что
Человеку хотелось бы тут же спорить и кричать, но он этого не делает, чтобы не разругаться с вами окончательно, потому что думает по 15-му аркану, что вы обладаете вот этой темной силой, можете выкрутить из него все жилы. И будет хуже в отношениях. Вот так. Но да, человек во многом внутренне с вами спорит. Вам это нужно учитывать. Что человек хотел бы услышать от вас? Паш мечей. Этот человек хотел бы услышать от вас честные рассуждения о нем, о себе. Самое интересное, что он хотел бы, чтобы вы его даже вывели на этот спор. Чтобы вы более откровенно с ним говорили о тех проблемах, что есть в отношениях. И даже иногда, чтобы вы, ну, может быть, даже ревновали, делали вид или как, ну, действительно не доверяли в чем-то, особенно в любви. Человеку хотелось бы как-то больше внимания. Понимаете, не хватает этому человеку, вот, чтобы вы дорожили им, что ли. Чтобы вы все время думали, а вдруг он куда-то уйдет. То есть его это очень, ну, заводит, да, вот, чтобы его ревновали, чтобы хотели быть постоянно там с ним рядом, чтобы его хотели бы, ну, может, чуть-чуть контролировать. Но именно в плане любовном, а не там в денежном, например. Иной раз такое чувство, что человек даже хотел бы, чтобы вы залезли там к нему там, в телефон или в интернет, куда-то там, где он зарегистрирован на сайтах, что-то проверяли, там, следили бы за ним, что ли. Ему нужна какая-то интрига в отношениях, что-то веселое, интересное, из-за чего мог бы выйти спор, ссора, конфликт. Почему он так нуждается в конфликте, я не знаю. Но, может быть, считает, что в споре родится истина, да, между вами. Вот. Или вы его больше начнете уважать в споре. Не когда вы его затыкаете за пояс, да, а именно в споре, в взаимном споре, да, на равных. Ну, вот такой интересный ответ получился по второй позиции. Третья позиция. Что человек хотел бы вам сказать, но молчит. И сначала ваши чувства к человеку, императрица. Ну, как жена к мужу относится. Но есть, правда, женщины, которые, допустим, к мужчинам относятся как мама к ребенку. Есть мужчины, которые к женщинам относятся как папа к дочке. Императрица, желание оберегать. Это сильная такая вселенская невероятная любовь. Но чаще всего, да, это серьезное отношение к человеку, уважение его жизни, желание заботиться, желание быть рядом, выслушать, помочь, сделать все для этого человека. Вам хотелось бы, чтобы и вас оберегали, чтобы и вас любили. Хотелось бы этой взаимности. У вас и влечение есть к этому человеку, да. То есть, ну, видно, что, ну, по сути, вы его любите. Хорошо, а любит ли человек вас? Солнце. Да, очень сильно любит. Очень сильно. Этот человек не такой альтруист, как вы. Он не привык жертвовать собой ради других, как вы. Более эгоистичная личность и даже более творческая, но этот человек вас любит. Этот человек счастлив рядом с вами и хотел бы с вами разделить свою жизнь, скорее всего. По крайней мере, вы приносите ему всю радость этой жизни. Здесь явно взаимная любовь есть. И явно вы несете свет солнца этому человеку в жизнь. Это очень хорошая карта. Вы для него как символ удачи. Очень светлое чувство к вам. Что этот человек думает о вас? Девятка мечей.
То, что вы о чем-то переживаете постоянно, что испытываете тревогу или бессонницу, страх, сомнения, что вы хотите быть сильным человеком для всех, но вы слабый человек, слабее, чем многие думают. И что у вас много сейчас стресса, именно видит много стресса у вас. Что человек хотел бы, чтобы вы думали о нем? 10 кубков. Что вы хотели бы быть семьей с ним? Хотели бы, чтобы все проблемы ушли? Даже запаслись бы оптимизмом, чтобы решить проблемы, и чтобы когда-то на небе засияла радуга, чтобы считали его своей семьей, чтобы знали, что это ваш родной человек, ваш близкий человек, что на него можно положиться, что он разделит с вами любые ваши переживания, что вы не в одиночестве, что вы любите друг друга. Хотел бы, чтобы полностью положились на него и доверяли ему. Вот так. Что человек хотел бы сказать вам, но не сделает этого? 10 пентаклей. Я люблю тебя, мы одна семья. Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Я хочу быть с тобой всегда. Хочу, чтобы у нас было много общего, чтобы все было общее. Чтобы мы были счастливы, чтобы мы были богаты, чтобы у нас все наладилось. Чтобы все решилось у нас в жизни. Может, он боится это сказать, думает, что вы это не поймете, но все карты говорят со стороны этого человека, что он вас очень сильно любит и готов заботиться о вас. Даже если вы считаете его маленьким ребенком, эгоистичным, но на самом деле этот человек более ответственный, чем вы о нем сложили уже свое мнение, и более заботливый, и всегда думает только о том, чтобы быть с вами в одной семье, что вы для него кто-то очень близкий. Что человек хотел бы услышать от вас? Туз Пентаклей. Я дам тебе шанс, я дам нам шанс. Дам шанс этим отношениям, нашей жизни совместной. И он хотел бы услышать от вас более оптимистичные слова и более оптимистичные мысли. Он бы хотел услышать, что вы верите, что Бог любому человеку может дать шанс и возможность. Такое ощущение, что человек всеми фибрами души направлен на вас, а это такое бывает только когда люди уже или теряют друг друга, или вот-вот потеряют. То есть он боится, что вы, скорее всего, расстанетесь, и очень сильно настроен на вас, чтобы вас не потерять из своего страха. Он думает, что вы в депрессии и бросите его из-за этого. Или отвернетесь, или уйдете в себя. Но на самом деле он хотел бы услышать от вас оптимистичный прогноз. Типа, да нет, все будет хорошо. Я дам шанс, и Бог нам даст шанс, чтобы все было хорошо, чтобы все наладилось. И чтобы у нас все получилось. Все будет нормально. Вот так. И видите, туз Пентаклей — это же самая счастливая карта в колоде. Человек хочет, чтобы вы были счастливы. Услышать прямо от вас о том, что вы счастливы. С ним, например. Или просто у себя в жизни. Человек прямо этого ждет, очень беспокоясь о вас. Ну, вот такой вот ответ у нас по 3-й позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.